Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur. Kara kalpak Kırgız Kazak bunlar bir. Good morning and greetings from Baku. Доброе утро! Приветствую всех вас из Баку. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность председателю Коште за приглашение выступить на саммите Европейского политического сообщества. Во время визита председателя Кошты в Азербайджан менее 2 месяцев назад мы обсудили мое участие в саммите и договорились, что я присоединюсь к нему в режиме видеоконференции. Я также хотел бы сообщить аудитории, что во время своей встречи с председателем ЕС Антонио Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране год назад, они поинтересовались моим мнением об идее организовать саммит в мае 2026 года в Армении. Я поддержал эту идею. В свою очередь, я предложил, чтобы сохранить сбалансированный подход, провести один из последующих саммитов в Азербайджане. Предложение было принято. Поэтому я пригласил членов Европейского политического сообщества посетить Азербайджан в мае 2028 года. Кстати, Армения также поддержала нашу кандидатуру. Это явный признак того, что мир между Азербайджаном и Арменией стал реальностью. Мы живем в мире всего 9 месяцев и учимся жить в мире. В августе прошлого года в Вашингтоне в Белом доме лидеры Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию. Как уже упоминалось, президент Трамп также подписал ее в качестве свидетеля. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали текст мирного соглашения. Для нас, и я уверен, для наших армянских партнеров, мир достигнут. После достижения мира Азербайджан односторонне снял все транзитные ограничения в отношении Армении, введенные в начале 90-х годов. Через территорию Азербайджана в Армению было доставлено 28 тысяч тонн грузов. Азербайджан пошел еще дальше. Мы впервые начали поставлять в Армению наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо. Таким образом, начались торговые отношения. На сегодняшний день в Армению экспортировано 12 тысяч тонн наших нефтепродуктов. Еще одним достижением мирного процесса является развитие транспортной связности. Маршрут Трампа для международного мира и процветания соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчеваном, а также станет частью Среднего коридора. И Армения, и Азербайджан уже ощущают практические выгоды от мира. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить благодарность Европейской комиссии за ее позицию в отношении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Но, к сожалению, не все европейские институты демонстрируют такой же подход. Одним из них является Европейский парламент, а другим – Парламентская ассамблея Совета Европы, ПАСЕ. Азербайджан является членом Совета Европы с января 2001 года. Кстати, в то время я, будучи главой азербайджанской делегации и в качестве члена парламента, являлся одним из активных членов ПАСЕ. Наша делегация никогда не подвергалась ограничениям в Совете Европы вплоть до января 2024 года. В сентябре 2023 года Азербайджан положил конец сепаратизму в Карабахе. Мы сами выполнили 4 резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году и оставшиеся на бумаге на протяжении 30 лет. Через 4 месяца после этого ПАСЕ ввела санкции в отношении нашей делегации. К сожалению, двойные стандарты сегодня стали своего рода стереотипным методом работы для ПАСЕ. Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны, и в этом вопросе двойные стандарты недопустимы. Теперь о Европейском парламенте. Это собрание, вместо того, чтобы поддерживать мирный процесс, предпочитает его саботировать. С мая 2021 года, через 6 месяцев после окончания Второй Карабахской войны, до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорблений и лжи в адрес Азербайджана. Только представьте, 14 резолюций за 5 лет. Это своего рода одержимость.
Последняя была принята всего 4 дня назад, преднамеренно, непосредственно накануне саммита. Вместо того, чтобы решать фундаментальные проблемы некоторых государств-членов, такие как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность, проблемы бездомных, Европейский парламент нацелился на Азербайджан, распространяя клевету и ложь. Причина заключается в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец сепаратизму и привлек военных преступников к ответственности. В ответ на это парламент Азербайджана 1 мая принял решение официально приостановить сотрудничество с Европейским парламентом во всех областях, прекратить участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз Азербайджан и инициировать процедуры выхода из парламентской ассамблеи Евронест. Учитывая, что во время саммитов Европейского политического сообщества мы открыто обмениваемся мнениями и обсуждаем вызывающие озабоченность вопросы, я просто хотел довести до сведения наших коллег информацию о происходящем в этом отношении, чтобы не было места дезинформации и манипуляциям в связи с принятым решением. В заключение, я хотел бы поздравить премьер-министра Пашиняна с проведением саммита Европейского политического сообщества в Армении и сказать, что несмотря на все усилия тех, кто хочет помешать этому процессу, Азербайджан привержен мирной повестке дня, и высказывания моего армянского коллеги являются явным тому подтверждением. Желаю саммиту успехов. Спасибо. В Баку состоялось мероприятие, посвященное новому составу Фонда распространения мира «Идеал». Открывшее мероприятие член Всемирной Федерации мира, посол мира, председатель Международного института гуманитарных наук Эльмира Махадинли дала обширную информацию о предыдущей деятельности фонда и пожелала успеха в дальнейшей деятельности. В продолжении мероприятия президент Национального фонда неправительственной организации Рауф Зейни выступил с речью и выразил свои добрые пожелания и поддержку фонду. Далее об идеях и целях фонда проинформировала президент Фонда пропаганды мира «Идеал», доктор философских наук, посол мира Севда Ахмедова. Любой проект нашего фонда поддерживает политический, социальный и культурный курс нашего государства. Этот фонд является результатом условий, созданных для общественных деятелей страны, главой нашего государства, верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Фонд «Содействие миру «Идеал» продолжит свою деятельность в этом направлении. В то же время отмечено: пусть мир будет окрашен миром. Было сообщено о 3 основных направлениях фонда, работающих под девизом «Миротворческие проекты образования и развития», «Социальная поддержка семей шахидов и ветеранов», «Образование и развитие» – самое широкое направление, включающее в себя проекты различной направленности. Здесь будут разрабатываться и реализовываться проекты, связанные с наукой, образованием, культурой, здравоохранением, спортом, экологией. Говоря о 3-м направлении фонда, Севда Ахмедова сказала, что это направление сочетает в себе очень чувствительные темы. Включенные сюда проекты – это возможность отдать наш долг, пусть даже небольшой, смельчакам, отдавшим свои жизни за нашу свободу. Проект социальной поддержки семей шахидов и участников войны включает множество мероприятий. Следует отметить, что Фонд распространения мира «Идеал» был зарегистрирован в 2007 году и успешно работает на протяжении многих лет. Под фондом находятся 2 активных центра. Это Центр молодежи и спорта имени национального героя Мубариза Ибрагимова и другой – Центр поддержки государственности. За эти годы фонд подписал множество успешных проектов не только в нашей стране, но и в братской Турции. Эти успехи неоднократно освещались в турецких СМИ. Следует также отметить, что в 2014 году президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану был вручен диплом «Победитель Султан», учрежденный фондом.
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы, как представители телеканала в Азербайджане, в Грузии, в Турции, находимся в данный момент в Баку. Через несколько минут мы вам представим интервью с известным человеком, 101-летняя ветеран труда и войны Фатмой Саттаровой. Фатма Саттарова достаточно известная личность в Азербайджане. Она активно участвует в общественной жизни страны. Ее все знают как ветерана Великой Отечественной войны, как интеллектуала, а также как деловую женщину. Даже сегодня, несмотря на свой почтенный возраст в 101 год, Фатма Ханум принимает активное участие в мероприятиях, проводимых Республиканской организацией ветеранов. Не жалеет силы и средств на воспитание молодежи в духе любви и преданности своей родине, своему государству и развитию воинского патриотизма. Она на протяжении многих лет должным образом представляла Азербайджан на всех мероприятиях, связанных со Второй мировой войной в странах СНГ, включая Российскую Федерацию, Беларусь и Украину. Я, значит, окончила 7 классов в 1937 году и поступила в медицинский техникум в 1937 году. После 7 классов образования я 3 года училась в техникуме, окончила по специальности акушерка. И у нас была военная кафедра, где, когда я окончила вместе с дипломом, нам поручили, значит, военный билет и звали лейтенанта. Тогда лейтенанта офицера звали. После этого я, значит, окончание техникума, я вышла замуж в январе месяце 41 года, и через 5 месяцев началась война. И вот как добровольцы, как медработник, и меня мобилизовал Бак-военкомат и направили меня на фронт. У нас было 7 девочек, которые из них 2 мы вернулись, остальные погибли. Вот так, моя история, вот начальная история была так. Здравствуйте, Фатма Хан. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, Спасибо. слышать. Как в народе говорят, лучше видеть 1 раз, чем услышать 100 раз. Да. И вот сегодня мы перед вами и будем задавать вопросы, отвечать. Вы будете, естественно, для наших телезрителей. 100 лет – это 1 век. Вы прожили 1 век ровно. И за это 1 век, за 100 лет вы многое видели, слышали, прожили. И к чему вы пришли? Создаешь семью, берешь семью. Если появляются дети, воспитать детей так, чтобы ребенок вырос, любя свою родину, где он родился. Во-первых, чтобы дети умели уважать своих родителей в первую очередь, а потом свою родину. Если рождавший ребенок не любит своих родителей или свою родину, это не человек. Надо вырасти настоящего патриота Родины, своей Родины, где он родился, где он живет, чей хлебом питается, чьей водой растет. Только тогда любой мать, любой родитель считает, что он прожил свой век нормально. А если не умеют родители, есть такие, что не могут воспитать, справляться со своими детьми, не слушают эти дети и родители. Я считаю, самые несчастные родители это. Абсолютно правильно. Не сумели воспитать, не сумели
детей воспитывать в цели любви своей родины, вы понимаете? Это большое дело. Тем более мальчики очень трудно воспитать. Ну, сейчас, слава Богу, у меня дети были все с высшим образованием. Я очень рано потеряла мужа, осталась с 4 детьми. Мне силы хватило их вырастить, семью строить. Мне вот средний сын мой, второй мальчик, он академик по нефтегазу. Он много раз в Казахстане, Узбекистане, вот в этой стране. Даже у него была тема, что отсюда с Каспийской море, через море, по-моему, или Казахстан, или Туркменистан, нефтяную трубу привезти. Это его тема была. Тогда еще Эйдар Алиевич был живой, он выступил как академик в нашем дворце. И он очень оценил ее, потом заболел он быстрее. Мой сын тоже тему оставил. И так. Говорят, что детей воспитывает школа или вот, общество и родители, семья. Как вы считаете? Я, знаете, считаю, что основное воспитание должен быть в семье. Начало. В семье. Если ребенок растет в семье неполадка, он не будет никогда таким порядочным парнем. Он все, глаза открывает, не бывает. Глаза открывает, мать отца не слушает, отец ее ругает. Это не семья. Там ради детей, даже если кто-то родителей, думаю, у них не ладатка, они должны так делать, чтобы дети этого не замечали. Вы понимаете? Во-первых, первый в семье, потом школа. Потом у нас пионер, комсомол, партия. В то время было. Советский. А сейчас нету. Семья, школа, Семья очень связаны. Особенно школа. Потому что они выращаются большей частью в школе друг другом. Mektebe gidiler saat 9'da, saat 2'ye, 1'e mekteptedirler de. Birbirine обобщаются. Привыкают, bunu da bana, onu gele böyle. Так я думаю, что очень тяжело родителям. Тем более мальчиков воспитать, девочки тоже. По-своему плохо. А достаточно ли в школе дают воспитание именно в патриотическом духе? Насколько она достаточно на сегодняшний Я вам день? хочу сказать, раньше в Советском Союзе в школе говорили пионер. Да. Пионер, она думала, что надо ей так вести себя, чтобы она была примерным. Да. Пионер. Будь готов, всегда готов. Да. Понимаете? Потом комсомол. Если кто-нибудь что-нибудь неправильно делал, обсуждали на совещании, партийном, на комсомольском собрании, а взрослые на партийном собрании. Уже человек считал, подожди, я тебе на собрании все скажу. Это что-то было, человек считался, что он должен хорошо себя вести, что его не обсуждали. Если у человека есть самолюбие, он должен так вести, чтобы cemaatle ayak geçsin. Pis yola düşmesin. Olmayan şeyi elemesin. Вот в таком стиле. Ну, сейчас этого нет. А может внести, как вы думаете, видавший жизнь человек, внести такой урок? Я патриот. Или в патриотическом духе что-то Вы вот знаете, такое именно. это доказать не нужно, это надо делать. Кому скажешь, я патриот? Кому вот, я в одной предприятии общественное питание города Баку. 58 лет я руководящий. Это, знаете, общественное питание самый тяжелый объект. Вы вот с 18 лет воевали, потом общепит. Самое тяжелое, где жарко туда идти. Я пришла, поступила в университет, экономический факультет, окончила. И на руководящего все время. Тогда после войны голодовали, холод. Все перешли домой. Очень тяжелые времена, например, мои возрастные люди, это
перешли тяжелое время. Вы после войны, знаете, на хлебную до утра очередь стояли, писали номер, килограмм хлеба утром должны были. Мы когда с войны вернулись, мне говорили, что ты зачем в очереди стоишь? Ты с войны вернулся, ты раненый был, ты должен без очереди. Нет. У меня совесть не позволяла. Старуха моя, соседка, в очередь, а я пойду, дай мне кило, что я на фону был, да. Вот такие мы были воспитанные люди, вы понимаете? Да, в другом духе В воспитаны. другом духе было. На фронте кто хлеба делил, половину, 150 грамм черный хлеб мне давали. Чай пить надо, хлебом сухим. Сухие листья рвали, заварили чай. И намного здоровее были, кстати. Тогда люди намного здоровее были, чем сейчас. Конечно. Еще вот такой вопрос. Вот сейчас есть матери, да? И того времени матери, они разные. Потому что вы же сами говорите, через какие трудности они прошли, семейные, войны прошли, все. И голод, и разрухи, и вот сейчас, который есть комфорт, такой комфортабельной жизни тогда не было. Даже мясо через это руками резали где-то, стирали на руках, да? Все этого не было. Ну вот сейчас, как вы думаете, тогда было правильно или сегодня вот? Я считаю, что тогда было. Воспитание тогда правильное было. Сейчас воспитания у детей нет. Сейчас нет воспитания. Сейчас детей не воспитывают. Сейчас детей балуют. Балуют детей. У него машина есть, а у меня нету. Нету, да. Раньше велосипед покупали, велосипед. Я вижу по соседу, да. Uşaq əldən gedib velosiped istəyir. Yoxumdur, mümkün o, ala bilmir. On güvəli velosiped. Heydi başın. Bir oğlunu alıb, bir obüsünə dalım da. O deyir, onu var, mənim nöş yoxdur. Потом нет, все равно и машину покупай, и дом покупай, и все покупай. То есть... Нет, сейчас не то воспитание. Конечно, сейчас в Азербайджане у нас ребята хорошими стали. Они все стали понимать. Сейчас хорошо учатся, машаллах. Мы контролируем среднюю школу. Хорошо учатся ребята. Вот сейчас я опекунствовал несколько ребята. Как они окончили 11 классов, как они экзамен сдали, я опекунствовала. Даже им я подарок сделала, каждому ребенку сделала. Это Мештага. У нас в селении есть Мештага. Их многие детей я опекунство взяла. Они мне предмет квартиру дал, мы перешли там, они соседи. Что, машаллах, учатся хорошо. От кого получила вы эти часы? Эти часы я получила от президента России, от Путина. 9 мая каждый год мы идем встречать этот День Победы в Москве, все республики. И я сколько лет, как я себе знаю, все время, как закончилась война, каждый год я бывала в Москве. Я с ним встречаюсь в Москве, мы с ним беседуем. Все, иногда про войну рассказываем, я ему рассказываю, в каких фронтах я была, сколько лет я воевала за землю России. И всегда он меня с уважением принимал. И вот этот... Мать азербайджанцев вас назвал, да? Мать Азербайджан. Да, он всегда говорил, мать Азербайджан. Азербайджанская мать, он меня называл. Вы азербайджанская мать, вы все матеря. И вот это он одел мне на руки, сказал, память от России вам, от Путина. Приехала через день с Москвы, я его показала своему президенту. Как раз мы встречались с ним, я сказала президенту своему, что моему президенту, что этот мне подарил Путин. Я не имела права ему не показать. Потому что это все-таки мне президент России подарил.
Это большой почет, уважение нашим людям, которые воевали 41-45 годы в России. Несколько девочек, медработников и врачей отправили в Ленинград. Я попала в блокаду Ленинграда. 40 дней я была в Ленинграде. В блокаде я была. Холод, голод, раненые. Кушать хлеба нет. Это тяжелое время. Я 40 дней была в Ленинграде. Там Ладожское озеро. Ранеными мы первую помощь оказывали. Сажали их в лодку, отправляли в тыл через Ладожское озеро. Но не все попадали. Бомбили же сверху. Лодка попадала бомба, и все гибнули, да. А те, которые оставались живыми, они попадали в родину. И их оттуда направляли по госпиталям. Баку, там, которые города свободные, возможно было, чтобы лечиться, направляли туда. Вот так. Тяжелая война была. Я свой, как сказать, молодость, очень тяжелое время я провела. 5 лет. С 18-19 лет. 19 лет было мне. Я 22-го года рождения. Января 25-го. Да. Вот такие я жизнь провела. И я этим жизнью горжусь. Горжусь, потому что я азербайджанка. Что-то не было. Мы не знали, он русский, не знали, он азербайджанец, он раненый. Он боец. Первую помощь оказывали. Очень трудно, знаете, когда я рассказываю, я все представляю, что я в данное время в это такая тяжелая была, его никогда нельзя забыть. Эти 3-4 года войны никогда невозможно забыть его. Нельзя забыть. Это трагичная жизнь была, трагичная жизнь. Это боролись вся армия, и весь медработники, и другие все. Боролись с жизнью и смертью. Потому что сверху бомба лилась. Здесь танки шли вперед. Несмотря там женщина, мужчина, ребенок. Они ничего не знали. Фашисты, да, были. Очень плохо, тяжелое времена было, конечно. Но пережили все, слава Богу. Но самый страшный был один раз. А мы же медсестры, кто стонет, зовет, vay ağrıdım, vay yaram, или oy Господи, belə sözlər eşidirdik axı biz, bərk, ucadan. Mən də akopdan səs gəldi, bir yaralının səsi. Mən də getdik akopa, sanitar sumkuya taskalısa bu. Atam станал, русский солдат. Я перевязку делала на голову в это время, когда окопun üstünden танк прошел. И от танка этот самый чархна песок сыпался, камни маленькие сыпались. И я загородила этого раненого, уже голова была ранена у него. Я укрыла его, и танк прошел. После этого я его привязала, вижу, где-то далеко у меня какой-то голос слышу. Она, azerbaycanski голос. Я думала, bu tankın səsindən mənim nətər olub, çöllü biyabanlar, yaralılar burada stoniyor, tam analar necə, ana səsi necə gəlir kulağıma. Я его привязала, успокоила я его, говорю, sakit ol, я сейчас пойду другим раненым, сейчас придут, тебя заберут. А за супебекерские машины, английские машины, ходил по степи, где раненый. А такие большие солдаты, русские солдаты, насылкıyla koyurdular
на этот Судобекерский грузовик, они возили их по госпиталям. Раненых нельзя было, первую помощь оказывали, отправляли по госпиталям. Я, значит, сумка у меня большая, я сумку тяну и сама по песку, сюрне, слышу стон, мама стон, она. Немножко кричит, останавливается, немножко кричит, останавливается. И да ахтарам хара гедим. Потянула я как-нибудь и попала от бомбы, значит, чухурда, да. И я вижу, там стонет один парень от головы раненый. Текет кровь. Знаете, не текет, а бьет кровь. Beynine. Подошла. Ay oğlan sen ana çağırdın. Böyle ha. Sen benim kimse deyirəm, ben sesləyəm, görüm. Haruna yarağı bağlayım, başı bağladım palaşını zavizala. Yuvo. Deyirəm, Azərbaycanlısan, bəli, hardasan, какой район сказал, я забыла сейчас. По-моему, Yevlaqdan dedi, yadımdan çıxıb. Mən oradanam dedi. Bəs mən də dedim, Azərbaycan qızıyam, mən Şəfqət bacısıyam, gəlmişəm səni sarımağa. Adı o mənə dedi, adım Mahmuddur. До сих пор я помню. Я всех людей мира призываю к миру. Я страшную войну прошла. Только было мне 18-19 лет было. Только я начала жизнь понимать, что такое жизнь. 5 лет я провела в окопах, провела под бомбами. До Берлина дошла. 5 лет я страдала от бомбы, от пушек, от голода. В Ленинграде я голодовала. 40 дней я голодовала. 100 грамм, 150 грамм черный хлеб давали, жимых давали мне. Мы эти такие от яичного порошка посуду, мы кипятили воду, сухие листья бросали, чтобы темный был, вместо чая пили. Это словами можно так легко говорить. А это прожить я своему врагу не желаю. Ваше пожелание, призыв матерям, как мать, которая прошла через все, видали жизни, вот это трудности, что вы желаете, призываете в сегодняшний день? Я всех матерей призываю, чтобы они своим воспитанием обеспечивали своих детей на хорошие, чтобы их дети уважали старших уважать, чтобы умели уважать своих родителей, чтобы умели уважать и любить свою родину. Где бы они ни жили, эту землю, этот соль, этот хлеб, который кушают, чтобы они дали им оценку, чтобы они ценили, что за это все благо, которое они живут, это они обязаны своим воспитанием, своим пользом для своей Родины.